самый лучший проект моей жизни на данный момент. Не обязательно брать какие-то гранты, добиваться их, да, и что не обязательно ждать, пока государство тебе что-то сделает. А вот можно вот сплотиться, да, несколько неравнодушных людей, и можно это сделать. И я считаю, что мы это доказали. И смотря на нас, другие люди тоже могут вот постараться не прям точно такие же библиотеки, а что-то ближе к этому. Были люди, особенно вот со старшее поколение, да, приходили и подвох какой-то искали. Вот, а почему? Ну вот что-то же должно, вот какая-то выгода же должна быть. И вот их никак не переубедишь, да? Да нет никакой выгоды. И выгода в том, что вот через 20 лет вот ребята, которые сейчас читают, они станут большими людьми, размышляющими. И если мы дали такой толчок им, да, и они уже потом вот в свое время будут тянуть нашу страну вверх, вот в чем выгода, да? Когда, например, всем селом строят что-то, да, вот. И это тоже вот здесь использовался этот метод Ашар. Кто-то мог помочь деньгами, кто-то, скажем, помог материалами, стройматериалами, кто-то, скажем, вот мы в Бишкеке случайно, просто случайный человек услышал разговор двух людей ОДМ и решил помочь. А он, оказывается, торгует ковролином. Он сказал: давайте я вам ковролин подарю. Отправил ковролин, мы его постелили. Это больше как помощь, чем работа, потому что зарплату, типа, я имею в виду, как я же могу тут бесплатно читать какие книги, какие захочу, могу, если захочу, чай попить в любой момент. И это как бы может считаться зарплатой моей. Это вот, например, вы приходите, пьете кофе, а платите за 2. И говорите: вот 1 кофе я подвешу, вы кого-нибудь угостите. Либо вы говорите конкретно кого-то, либо просто, ну, какого-нибудь студента. А вот когда студент заходит, мы как-то, не знаю, почему-то сразу понятно, человек до этого пил кофе, знает, что это такое, или никак. И он вот стоит, выбирает, и мы сразу знаем. И мы говорим: ой, у нас же есть одно подвешенное кофе, давай мы тебя угостим. Потому что вроде бы привыкли люди, вот кофе 3 в 1, оно 20 сомов, да, стоит. А хорошая капучино, ну, в городе там 130, а мы, например, по 80, да. И 80 сомов, да, даже для школьника это же дорого. И мы ему каждому объясняем: вот смотри, это зерна, которые столько-то тысяч сомов за килограмм. Это вот с гор собирали, потом обжаривали. И вот мы тебе приготовим из него с таким обычным молоком, не сухим, да. А потом мы говорим: вот есть подвешенное кофе, то есть кто-то тебя угостил, мы даже забыли кто, а ты вот угощайся. Он пьет такой. Ну, то есть тоже такая хорошая традиция.
Өзгөчө биздикинде өзгөчө балдар үчүн үйдөгүдөй атмосфера. Нашим детям в Дэме комфортно. Они чувствуют себя здесь как дома, читают разные книги, общаются со сверстниками и возвращаются домой в хорошем настроении. Окуп, жакшы маанайда тарашат. Наши дети были вынуждены сидеть дома в четырех стенах, общаться с миром только через телефон. А тут читают разные книги, друзей находят. Таким особенным детям в Караколе во многих местах закрыт доступ. А тут в Дэме созданы идеальные условия для них. Ошонун бардыгына шарт түзүлгөн. После школы сначала иду домой и помогаю родителям по хозяйству. Как дела завершаю, отпрашиваюсь в Дэм и здесь где-то час читаю книги. Но позже, когда есть свободное время, снова возвращаюсь в Дэм. К нам как-то зашли две сестры, пожилые, и одна другой рассказывает. Говорит, здесь даже атмосфера поменялась. Раньше здесь был советский паб, здесь выпивали и дрались, оказывается. Континент даже. Она вспомнила, да, что назывался континент. А потом она зашла, говорит, вообще все изменилось. И не просто вот этот ремонт новый, современный этот, а вот то, что вот здесь книги, и вот как это, она, да, аура как поменялась. Деп она сестре рассказывает. Вот. А до этого мы даже не знали. Мы думали, ну, гостиница раньше была, ну и какой-то цокольный этаж, как склад использовали. Оказывается, вот был барчик. Чтобы подобный проект заработал, в первую очередь нужно желание, второе – нужны финансы. И в конечном итоге цель достигается, если подключаются неравнодушные люди. В будущем, например, если вдруг, да, если какая-то грантовая программа будет подходящая для нас, мы, наверное, не откажемся. И, например, мы как налогоплательщики, ну, в силу того, как у нас здесь получается вести дело, мы зарегистрированы в налоговой, мы готовы платить, да, вот сколько у нас бы получалось бы. Пока это у нас не получается, у нас на нуле, в минусе. Но в будущем было бы классно, да, если услышать, что такой социальный проект и налоги платит, и помогает еще другим таким пунктам открываться. То есть в этом ничего плохого нет, наоборот, это хорошо.